Обращение к американцам после иранской атаки Дональд Трамп вместо «здравствуйте» начал с привычной угрозы. Он не позволит Ирану разработать свое ядерное оружие. Но стартовав, можно сказать, за упокой, продолжил американский президент уже почти за здравие. Трамп отметил, что в результате обстрела Ираном иракских военных баз, где дислоцированы американцы, никто не пострадал. Базам причинен минимальный ущерб, а значит, военного ответа Вашингтона на удар не будет. Похоже, Иран отступает, что хорошо для всех сторон и очень хорошо для мира. Ни американцы, ни иракцы не погибли в результате принятых мер, рассредоточения сил и системы раннего оповещения, которая сработала отлично. На самом деле, Иран сам накануне атаки предупредил о ней иракские власти, а те, в свою очередь, американские войска. Так что у американцев было время укрыться. К тому же иранские ракеты, судя по всему, были специально нацелены не на казармы, где живут солдаты, а на пустующие территории военных баз, туда, где они не могли никого убить и нанести серьезный урон. Такие жесты вряд ли прошли мимо внимания Белого дома, потому что Дональд Трамп, хоть и анонсировал некие новые экономические санкции против Багдада, затем предложил ему вместе бороться с террористами из ИГИЛ и фактически протянул Ирану оливковую ветвь мира. Исламское государство – это враг Ирана. Уничтожение ИГИЛ для Ирана хорошо, и мы должны над этим и другими общими приоритетами работать вместе. В конце я хочу сказать народу и лидерам Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, то, какое вы заслуживаете, процветание страны и гармония в отношениях с другими государствами. Соединенные Штаты готовы жить в мире со всеми, кто этого хочет. На Капитолийском холме новости из Белого дома встретили с заметным облегчением. Даже те республиканцы, кто еще накануне выступал за жесткий ответ Ирану, теперь, кажется, сменили тон. Как супердержава мы имеем право продемонстрировать сдержанность или ответить там и когда мы сочтем это необходимым, если понадобится. Президент хочет избежать конфликта и ненужных смертей, но он готов защитить американцев и интересы страны. Демократы тоже приветствовали разрядку, однако у них вопросы к Трампу остались. Белый дом так и не смог внятно объяснить, какую именно непосредственную угрозу представлял генерал Сулеймани для Америки, что его потребовалось так вызывающе ликвидировать. К сожалению, эта эскалация с Ираном, повысившая риски для наших солдат и безопасности, была абсолютно предсказуемой, разве что не для Трампа и госсекретаря Помпео. Вопрос не в том, заслуживал ли генерал Сулеймани смерти, а в том, как эта смерть может сказаться на интересах нашей страны и не может ли она спровоцировать очередную войну на Ближнем Востоке. Не доверяя Трампу, демократы подготовили резолюцию, которой они собираются ограничить полномочия американского президента в конфликте с Ираном, если главе Белого дома потребуется применить там военную силу. Палата представителей Конгресса будет голосовать по документу на ближайшем заседании. Алексей Веселовский, Ави Абрамов, НТВ, США.